Здравствуйте, меня зовут Жанна Прошкевич, и вы находитесь на онлайн-курсе по социальным инновациям для неправительственных организаций. Цель этого курса – сориентировать вас, стать путеводителем в огромном море возможностей для инноваций в гражданском секторе. Я и мои коллежанки дадут вам компас, который позволит вам очень быстро и оперативно подбирать наиболее подходящие инструменты для инноваций и наиболее подходящие области их применения. Для начала определимся, что же такое инновации. Если вам сложно подобрать одно определение, вы не одиноки, потому что под инновациями мы можем подразумевать самый широкий спектр явлений, начиная от каких-то технологических прорывных решений, которые появляются буквально ежедневно, и заканчивая вполне себе офлайн решений, которые привязаны к физическим явлениям, таким как вода, ветер или элементарное человеческое общение друг с другом. Но суть всего этого многообразия сводится к одному. Это предложение, тестирование и внедрение новых подходов, которые призваны сократить, упростить для конкретных людей достижение их целей. И не только для людей, но для целых сообществ, организаций или государств. Наш курс состоит из 4 основных модулей. Вводного, который вы смотрите сейчас, мы рассмотрим в нем типы социальных инноваций, мы рассмотрим в нем основные шаги реализации инноваций и базовый инструмент, который мы вам предлагаем, матрицу возможностей для инноваций. И остальные 3 видео будут как раз-таки посвящены базовым шагам. Это обзорные видео, внутри которых вы изучите базовые инструменты, которые применимы в каждом шаге внедрения инноваций. После каждого видео у вас будет возможность пройти небольшое тестирование для того, чтобы перепроверить ваше понимание полученной информации и самостоятельно изучить дополнительные материалы и источники, которые мы вам предлагаем. В результате прохождения этого курса у вас появится возможность повысить инновационную составляющую в ваших проектах и, соответственно, предлагать совершенно другие решения на совершенно другом качественном уровне для ваших бенефициаров – граждан, неграждан, сообществ, организаций, для своей собственной организации, ну и для государства в целом. И прямо сейчас мы с вами рассмотрим 4 вида социальных инноваций. Как вы уже поняли, социальные инновации рождаются в постоянном разрыве между проблемным полем наших бенефициаров и между полем решения. И вот как раз-таки благодаря несовершенству этого мира у нас с вами всегда есть чем заняться. И виды социальных инноваций, соответственно, зависят от вида проблем, с которыми мы сталкиваемся, и с видами решений, которые существуют, либо еще не существуют. Итак, у нас есть 2 вида проблем. Проблемы хорошо изученные, ну, например, как проблема отходов. У нас очень много исследований, у нас очень много практик в самых разных странах нашего огромного мира, и мы очень хорошо понимаем, и у нас очень много информации об этой проблеме. И есть проблемы, которые мало изучены. Это проблемы, которые к нам приносят как долгоиграющие тренды развития политики, экономики, социальных проблем, так и какие-то экстренные проблемы, которые рождаются из рисков, да, которые сбываются, и я думаю, что все вы понимаете, к чему я клоню. Я говорю сейчас в том числе о пандемии. Огромное количество неожиданных проблем, мало изученных, встало перед нашим миром, и мы находимся с вами на острие узнавания этих проблем. Также у нас есть 2 типа решений. Решения проверенные, решения понятные, решения, которые мы можем повзаимствовать из лучших практик, и решения, которые только очерчиваются, их контуры только-только проступают, либо находятся вне зоны видимости, но мы понимаем, что эти решения нам необходимо, и нам необходимо к ним идти и нащупывать их опытным путем. Итак, у нас с вами есть 2 типа проблем и 2 типа решений. Как мало изученные проблемы и решения, так и хорошо понятные для нас проблемы и решения. И наша с вами деятельность может охватывать все эти и проблемы, и решения. И на стыке у нас получается с вами матрица, состоящая из
4 квадрантов. И, соответственно, именно в этих 4 полях мы можем применять с вами 4 вида социальных инноваций. Итак, давайте шаг за шагом рассмотрим каждое поле для инноваций. Начнем с самого ясного поля, там, где мы точно понимаем проблему и где уже есть пул отработанных решений, к которым мы можем обратиться. Такие виды инноваций мы называем поддерживающими инновациями, которые призваны пользоваться лучшими практиками и совершенствовать механизмы решения этих проблем в той или иной области. Ну, например, как я уже упоминала, есть проблема переработки отходов. Да? И здесь в нашем сообществе, в нашем городе, в нашей стране, может быть, еще не внедрены лучшие практики, не рассмотрены, не найдены механизмы, не собраны все вместе стейкхолдеры. Это основное поле для инновационной деятельности, потому что очень много проблем хорошо изученных и очень много решений, которые требуют лишь внедрения, адаптации под наш город, под наше сообщество, под наши особенности климата и так далее. Да? Поэтому в этом поле все ясно, все понятно, и стоит только лишь наладить цикл внедрения этих инноваций. К этому циклу мы приступим сегодня чуть позже. Соседнее поле касается очень интересной ситуации, когда проблема нам ясна, все с ней в целом понятно, у нас достаточно исследований, у нас достаточно эмпирического опыта, у нас достаточно респондентов, носителей этой проблемы, но решения, которые были применены для решения этой проблемы, показали свою неэффективность. И реальность диктует нам необходимость разработки совершенно новых решений. Например, мы можем понимать достаточно все хорошо про космический мусор, да, если уж говорить про отходы, и мы понимаем, что в текущий момент вот те решения, которые были разработаны во всех странах мира и в нашей в том числе, не приспособлены для решения вот этого вида проблемы. Проблема нам ясна, и последствия ее тоже нам очень хорошо ясны, но как ее решать всем вместе, нам еще пока непонятно. И тогда в этой области инноваций наши усилия и фокус будут сосредоточены не столько на изучении этой проблемы, если у нас хватает данных, а вот именно на разработке совершенно новых решений. Давайте рассмотрим один небольшой пример, когда проблема ясна и требуется разработать совершенно новое решение. Всем понятно, что когда мы едем в путешествие, неважно по нашей стране или за рубеж, нам очень важно решить вопрос места там, где мы будем жить в нашем маршруте. И ранее решения, которые предлагал рынок, в целом они какое-то время работали. Это были турагенты, это были отели, это были какие-то сервисы офлайн, которые помогали туристу сориентироваться в том или ином городе. Но эти решения стали неактуальны, как только появились новые тренды и появилось новое поколение туристов. И в таком случае было разработано рынком совершенно новое решение. Такие сервисы, как Booking.com, такие сервисы, как Couchsurfing, да, когда упрощается и налаживается прямая связь между туристом, путешественником и между хостом, хозяином того или иного помещения. Вот это очень понятный пример, когда проблема для нас ясна и нужно приложить некоторые усилия для разработки совершенно новых решений. И такие инновации мы называем прорывными. Рассмотрим другой вид инноваций, когда требуются новые решения не потому, что старые устарели, да, нам требуются новые решения, потому что поменялась сама проблема. Прямо сейчас мы с вами находимся в центре урагана под названием пандемия и ее последствия. И мы все видим, как разработанные решения теряют свою актуальность, потому что меняется сама проблема. Например, тут те же самые вопросы правоохранения. Да? Теперь наши права на передвижение, цифровые права, они нарушаются по вполне понятным причинам, и государства устанавливают цифровые ограничители на передвижение, на посещение определенных объектов, на пересечение границ государств. Это совершенно другая проблема, с которой мы не сталкивались уже как минимум век. Соответственно, перед
перед тем, как мы будем предлагать определенные решения, нам нужно основной фокус нашего внимания и наши ресурсы бросить на изучение самой проблемы. И в этом поле инноваций есть свои инструменты. И у нас остался последний квадрант. Это квадрант, который охватывает тот разрыв, когда нам не ясна ни проблема, и нам не ясны и решения. Как, например, с этим у нас столкнулись наши ученые в попытке за короткие сроки разработать новую вакцину. Это то, что мы называем фундаментальными инновациями, которые основываются, в свою очередь, на фундаментальных научных глубинных исследованиях. Да? Это как если бы мы шли вслепую, в тумане, в нулевой видимости. Этим и занимаются ученые, большие умы нашего человечества. Именно за подобные открытия люди получают премии международного уровня и мирового масштаба. И если ваша организация работает на самом авангарде, на самом фронте подобных неизвестных проблем и неизвестных решений, то для вас очень важно здесь сотрудничать напрямую с научно-исследовательскими институтами, научными сообществами и объединениями. Итак, мы с вами рассмотрели 4 основных поля для инноваций. Очень важно в них сориентироваться как можно раньше для того, чтобы понять, на какую именно задачу бросать свои основные усилия, время, ресурсы и все те инструменты, о которых вы узнаете из нашего курса. На изучение проблемы, на генерацию новых решений, на сотрудничество с передовыми сообществами научными и исследователями. И когда вы определитесь с основным полем вашей инновационной деятельности, вашего проекта, вы сможете приступать к реализации. И сейчас мы рассмотрим с вами основные 4 шага реализации социальной инновации. Перед тем, как мы приступим к рассмотрению инструментов социальных инноваций в следующих модулях, нам очень важно увидеть полный цикл успешного внедрения той или иной инновации. Этот цикл состоит из основных 4 шагов. Первый шаг заключается в том, чтобы как можно лучше исследовать проблемное поле, да, и поставить гипотезы перед своим проектом. Даже если проблема является на данный момент хорошо изученной в мировом масштабе, в мировых практиках, это не значит, что мы можем поставить здесь галочку и пойти дальше. Нам в любом случае требуется хотя бы минимально происследовать поле потребностей наших бенефициаров и стейкхолдеров. И после того, как мы с вами происследовали задачи и потребности наших сообществ, наших бенефициаров, организаций, государств, мы приступаем к следующему шагу, это, собственно, генерация решений. На этом этапе мы рассмотрим с вами целый ряд инструментов по генерации решений, но суть заключается в том, что из всех этих решений мы выбираем наиболее применимые, наиболее понятные в ближайший отрезок времени и приступаем к 3-му шагу, соответственно, внедрения этой инновации. На этом этапе мы с вами будем использовать также целое множество инструментов. Мы их рассмотрим во 2-м модуле нашего курса. И после того, как мы реализовали некоторое инновационное решение, мы с вами получаем результаты, обратную связь в цифрах, в результатах опроса, анкетирования. Мы все это с вами изучим. И после этого мы с вами имеем возможность доработать нашу гипотезу, доработать наши решения и, соответственно, зайти на новый инновационный цикл. Да, потому что инновации – это не всегда проторенный и понятный путь. Напоминаю, да, что инновации имеют возможность родиться как раз-таки в разрыве между проблемным полем и полем решения. И как раз-таки остальные все наши 3 модуля будут нацелены на то, чтобы подробно разобрать инструменты на каждом шаге внедрения инноваций. В результате нашего курса вы получите матрицу возможностей для внедрения инноваций. Матрица возможностей состоит из подробного перечисления инструментов, доступных вам в разном поле. Первое поле, мы уже это обсудили, это глубина инноваций.
Второе поле – это вектор этой инновации. Я уже несколько раз повторяла, да, что направленность той или иной инновации у нас может быть как на конкретных людей, физических бенефициаров, так и на сообщества и организации, и в том числе ваша организация может быть в поле инноваций, и государство, государственные органы и ведомства. И остальные 3 столбца, это 3 наших следующих модуля, будут посвящены, первое, исследованию проблемного поля, тем инструментам, которые вам доступны уже сейчас. Это инструменты генерации решений, и это инструменты внедрения инноваций и замера их эффективности. Используя и дорабатывая эту матрицу, вы сможете очень быстро генерировать инновационную составляющую внутри ваших социальных проектов. На этом основная часть нашего вводного модуля завершена. На текущий момент что мы имеем? Вы понимаете, что такое инновация. Вы понимаете 4 вида инноваций, 4 основных поля для их реализации. Вы понимаете основные 4 шага по работе с новыми подходами и решениями, и вы понимаете тот результат, к которому мы с вами придем в завершении нашего модуля. Увидимся с вами совсем скоро. Ваша задача сейчас пройти тестирование, перепроверить полученную информацию и подготовиться морально к получению инструментов по исследованию проблемного поля ваших бенефициаров.